Эта программа «Актуальное интервью». Дистанционное обучение стартовало в Якутии. Даже первый день показал его сильные и слабые стороны конкретно в нашем регионе. А как с онлайн-школами обстоят дела в масштабах страны? Об этом узнаем у заместителя министра просвещения России Дмитрия Глушко. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Добрый день. Все школьники страны перешли на дистанционное обучение. Какие результаты показала практика? Насколько российские школы оказались готовы, либо же не готовы к этому процессу? И во всех ли регионах ситуация одинаковая? Знаете, во-первых, с конца марта более чем в 160 странах мира более 1,5 миллиарда школьников не посещали уроки. И эта проблема получилась, переход на дистанционное обучение, актуальной по сути для большинства жителей нашей планеты. И в принципе все страны, независимо от их развития их экономики, испытывают одни и те же проблемы. И мы их видим в нашей стране. Неделю предыдущую страна находилась в режиме нерабочих дней. Но неделю раньше порядка 15% школ страны, тем не менее, работали и проводили уроки, делали попытки проводить уроки в дистанционном формате, в то время как школьники находились в домашних условиях. И даже при таком малом, ничтожном, по сути, количестве школьников, которые через различные интернет-ресурсы пытались участвовать в реализации образовательных программ, мы увидели, что страна по факту не готова к этому. Мы сделали совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации ревизию готовности общеобразовательных школ к реализации образовательных программ в дистанционном формате. И видим, что только лишь в 15% школ учебные аудитории оснащены технически таким образом, чтобы можно было действительно тот контент образовательный, который педагог готов дать в дистанционном режиме, выдать в интернет-эфир, скажем так, для того, чтобы в дальнейшем, в зависимости от скорости интернета и технических возможностей оснащенности школьников в домашних условиях, получить этот образовательный контент, находясь на удалении от школы. Поэтому, честно, нужно сказать, что в целом это большой вызов для всего общества, для страны, для образовательного сообщества в мире. И ни в одной стране мира, как оказалось, не готовы. Несмотря на то, что многие университеты, многие образовательные учреждения пытались создать такую систему, развивая различные интернет-ресурсы, формируя контент образовательный, который, в принципе, размещен в различной степени доступности в интернете. Всего этого оказалось недостаточно. И сейчас, когда с сегодняшнего дня 94,5% школ страны вышли в дистанционное обучение, то, конечно же, мы испытываем еще большие трудности, чем те, что мы увидели 2 недели назад, когда было 15% школ в дистанционном обучении. Поэтому по факту происходит, честно, если нужно сказать, это попытки организовать дистанционное обучение, и в разных регионах по-разному. Где-то лучше, где-то хуже. Все зависит от того, насколько на уровне региональных министерств образования, насколько на уровне муниципалитетов и образовательных учреждений в них была сформирована техническая готовность организовать такой образовательный процесс. То есть первый вызов – это техническая неготовность. Второй вызов – это то, что и во многом учителя на самом деле не готовы использовать такой формат обучения и использовать различные технические решения для организации такого многоканального процесса обучения, используя различные электронные средства передачи образовательного контента. Какая работа сейчас ведется с операторами связи и интернет-провайдерами в этом направлении? Вы сказали, что 94% у нас перешло. Тогда, получается, остается те 6%, которые не имеют либо доступа в интернет, либо слабое соединение? 6% школ, которые не вышли сегодня на дистанционное обучение, это школы, которые находятся на своих плановых каникулах. То есть есть небольшое количество школ, на которых по их календарному плану сегодня каникулярные дни. И эти школы через неделю тоже погрузятся процесс организации дистанционного обучения. С интернет-провайдерами, да не только. Во-первых, я сказал, что мы сделали ревизию наших образовательных учреждений и видим, что, по сути, единственное, что очень качественно и активно работает, это те мощности, которые были сформированы для организации и проведения единого государственного экзамена. И мы видим, что эти мощности могут быть использованы в том числе для организации уроков в режиме онлайн, для того, чтобы учитель, находясь в образовательной организации, либо если даже он может организовать это учебное
занятия, находясь также на удалении от школы, в домашних условиях, может организовать взаимодействие со своими учениками. Мы сейчас анализируем те практики, которые есть в регионах, видим те подходы, которые реализуются в регионах. Ну а совместно с Федеральным министерством цифросвязи и с региональными операторами, осуществляющими трафик интернета, пытаемся расширить каналы доступа к различным интернет-ресурсам, которые для нас наиболее актуальны, которые мы рекомендуем, и за качество контента, на которых мы можем отвечать. Кроме того, мы ведем работу с коллегами, и знаю, что во многих регионах образовательный контент начинает подаваться через региональные телевизионные каналы, которые в той или иной степени развиты в наших субъектах страны. А что делать тем школам, где нет доступа или скорости интернета? Ну, во-первых, таких школ огромное количество. Я сказал, что вот только 15% школ обладают технической оснащенностью и хорошим уровнем доступа в интернет. Во-вторых, значит, ну и здесь что им делать? Ну, во-первых, мы на днях запустим дополнительный ресурс, который позволит в режиме офлайн педагогу, если у него нет соответствующего контента, достаточно оперативно его распечатать, сфотографировать и направить любыми доступными способами ученику, который находится во многих регионах, в том числе будут, если нет возможности отправить, используя телефонную связь, мобильный интернет, различные мессенджеры, в том числе используют и физическую доставку этого контента для того, чтобы ученик получил задание, получил материал и, в свою очередь, отправил выполненное задание, которое ему дал учитель. Но подавляющее большинство территорий нашей страны обеспечены хорошей, качественной мобильной связью, и, используя мобильный интернет, можно, используя различные мессенджеры, такой контент как получить, так и отправить обратно. Я вчера общался как раз по этому вопросу с Александром Сергеевичем Николаевым, главой Якутии. Он мне обозначил, что сегодня школы Республики Саха-Якутия в полном масштабе готовы организовать дистанционное обучение. Ну а там, где действительно есть малонаселенные пункты, где работают малокомплектные школы, то, по всей видимости, исходя из эпидемиологической ситуации, будет рекомендовано организовать и очное обучение. Сегодня указ президента Российской Федерации определил, что именно главы, вот именно для этого и было это сформировано задание, во-первых, что впрямую ограничения указом президента не распространяются на образовательные организации, а во-вторых, главы, зная конкретную ситуацию в конкретном муниципалитете, имеют возможность принимать решения, позволяющие в том числе организовывать очное обучение. И во многих регионах постепенно этот процесс будет налаживаться. Учебным заведениям было дано право выбора, на каких платформах обучаться, какими критериями при этом руководствовались и на практике какие из сервисов все же оказались наиболее удобными и будут рекомендованы к дальнейшему использованию? Знаете, ну, во-первых, мы рекомендуем тот ресурс, который называется «Российская электронная школа» и «Московская электронная школа». И тот ресурс удобный, наиболее контентом, который соответствует учебным программам, обеспечена российская электронная школа, но при всем нашем желании, при одномоментном обращении, по сути, нескольких миллионов школьников на этот ресурс, конечно же, скорость отклика данного ресурса тоже очень медленная. Я сам пытался работать и пытаюсь иногда смотреть уроки, которые там размещены. Действительно, если ты добраться до контента можешь, то возможность выполнить какие-то тестовые задания, она очень сильно замедляется. Поэтому те интернет-решения, тот электронный контент, который расположен, и ссылки на которые размещены на этом портале «Российская электронная школа», мы рекомендуем. Критериев было много, но, во-первых, это соответствие этого материала федеральным образовательным стандартам, соответствие образовательным программам, и те предложения, которые были проверены уже практикой как в нескольких регионах, так и различные партнерские проекты по разработке цифрового контента образовательного, которые сформированы в партнерской сети Агентства стратегических инициатив. Мы, конечно, используем ресурсы, в том числе и те электронные
тот интернет-контент, который готовят коллеги в различных крупных интернет-провайдерах, тех игроков рынка, которые реализуют образовательные услуги. Но, к сожалению, видим, что изначально ряд партнеров, которые предлагали вот этот образовательный контент бесплатно, вдруг на определенном этапе начинают ограничивать пользование, начинают предлагать взимать плату с родителей учащихся или школ. И таких, как жизнь проверит, и таких партнеров, которые пытаются в первую очередь завоевать рынок, мы будем из наших рекомендаций удалять и будем пытаться систематизировать, потому что сейчас мы видим полный хаос на самом деле в организации, в разработке образовательного контента. И очень часто этот образовательный контент нужно очень внимательно перепроверять для того, чтобы там не оказалось искаженной или неправильной информации, которая в последующем может быть в том числе вредна с точки зрения усвоения учебного материала. Если говорить о качестве дистанционного образования, то насколько оно может на сегодняшний день конкурировать с традиционным, когда дети посещают школу? Знаете, мне кажется, что в ближайшие десятилетия интернет-образование, дистанционное образование, не заменит очного контакта учителя и учеников. На мой взгляд, полностью заменить это невозможно. Но мы должны быть технически, в первую очередь, готовы, и методически готовы, и готовы с точки зрения контента, который мы разрабатываем образовательный, для того, чтобы вот в таких ситуациях нестандартных мы могли находить оперативные решения. Для Якутии это вообще в принципе характерно. Я сам, учась в Якутске, многие не просто недели, а месяцы, наверное, за время обучения, в том числе по погодным условиям, либо эпидемиологическим условиям, не учился. И вот если эта система у нас будет создана, то это будет создана система поддержки и система подачи дополнительного полезного образовательного контента, который учащиеся полезно могут для себя использовать, их родители, а также педагоги. Нельзя рассматривать дистанционное обучение как полную замену стандартного классическому обучению. Это мое убеждение, и я думаю, что это подтверждает и практика многих стран, в том числе, если посмотреть коллег в Японии, что они сейчас сделали, то они в течение 3 недель объявили каникулы карантинные, и в это время пытались сделать то же самое, что и мы. По сути, они работают, выполняя свои действия в аналогии с нами. Есть единый портал, на котором даны рекомендации и ссылки на полезный образовательный контент. Но при этом всем работу педагога с учениками в живом общении в классе коллеги не отменяют. То же самое, я думаю, что это произойдет и у нас. В подвешенном состоянии оказались выпускники школ. На днях была информация о возможном повторном переносе государственного экзамена. Что будет с ЕГЭ? Коллеги, я не знаю, кто у вас подвешивал эту информацию и где она у вас есть. Есть официальные ресурсы Министерства просвещения Российской Федерации. Я предлагаю пользоваться этими ресурсами и той информацией, которая на них размещена. Уж точно у нас не было никакой информации о возможном повторном переносе, либо подвешенной ситуации. Это не так. И если вы будете использовать субъективную информацию, получаемую от людей, которые не уполномочены делать соответствующие заявления, то и будете жить этими слухами. Я желаю все-таки рекомендую пользоваться все-таки официальной информацией. Нет никакой информации о том, что что-то будет переноситься и повторно переноситься. Наша задача сейчас выстроить систему работы образовательных организаций так, чтобы в установленные сроки завершить учебный год, и в те вот сроки, которые обозначены на старт единого государственного экзамена, это 8 июня, и приступить к этой работе. Хотелось бы тогда подтвердить либо опровергнуть еще одну информацию. Будет ли продлен учебный год в этом году? Еще раз, не берите информацию из каких-то источников, которые не связаны с Министерством просвещения, у вас не будет возникать такой вопрос. Для продления учебного года еще куда-то, зачем-то и почему-то нужны какие-то основания. Сегодня у нас для этого оснований нет. Мы решение соответствующее приняли. И, повторюсь, переход в стандартную систему работы образовательных организаций всего нашего общества зависит ровно только от одного. Как правильно мы будем выполнять требования Роспотребнадзора с точки зрения самоизоляции, тех мероприятий, которые должны привести
к тому, что распространение коронавирусной инфекции прекратится, замедлится и позволит нам вернуться в обычную жизнь. Как вы сами сегодня отметили, массовое дистанционное образование – явление новое как для работников образования, так и для школьников и их родителей. Какие советы вы можете дать, чтобы такая форма обучения была максимально продуктивной и эффективной? Ну, во-первых, нужно очень спокойно понимать, что организация такого процесса нам придется всем учиться. Нам придется всем учиться, родителям, школьникам, учителям, администрации образовательных организаций, учиться работать в дистанционном режиме. Это необходимый элемент нашей сегодняшней жизни и нашей действительности. Второе, нужно очень правильно подходить к отбору контента, которым вы пользуетесь. А это зависит от ресурсов. Обращайтесь к официальным ресурсам. Министерства просвещения Российской Федерации, тому, чему мы рекомендуем. Тем ресурсам, которые рекомендованы региональными министерствами образования. Сейчас, на данном этапе, огромное количество игроков, повторюсь, разрабатывающих образовательный контент и продвигающих через интернет, имеют лишь одну общую задачу – получить себе клиентов, с которых они потом будут брать обязательно достаточно существенные деньги за предоставление этого контента. Наша задача – организовать разработку и представление качественного образовательного контента в бесплатном формате для всех учащихся Российской Федерации. Дмитрий Евгеньевич, спасибо, что выделили время на такой интересный разговор. Спасибо вам. О дистанционном обучении в стране мы говорили с заместителем министра просвещения России Дмитрием Глушко. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.